Шагабудин Марджани родился в 1818 году в селе Ябынчи. Оно находится на территории современного Атнинского района. С детства проявлял удивительные способности. Его дед был одним из самых просвещенных людей своей эпохи. Отец Марджани 12 лет обучался в медресе, а потом начал преподавать. Тесное общение с дедом и отцом сыграло ключевую роль в становлении татарского просветителя и подтолкнуло его к изучению истории. В 1838 году Марджани отправился в Бухару и Самарканд. Он горел желанием изучить богатое духовное наследие ислама. В Бухаре посещал занятия сразу в 2 медресе, брал уроки у местных имамов. Спустя 5 лет переехал в Самарканд. Годы, проведенные в Средней Азии, Марджани посвятил изучению и копированию редких книг и рукописей. Именно здесь он начал формировать свою библиотеку. Есть рассказы о том, что из Бухары Шагабудин Марджани вывозил книги на верблюдах. Настолько их было много. Если мы смотрим на имя Шагабудин Марджани, это же как метеор, как звезда. То есть, на самом деле он был звезда татарского народа. Если его раньше нам представляли как историка, как ученого только с светской точки зрения, в первую очередь он был большим богословом нашего народа. И практически на каждую тему он высказал мнение, написал огромное количество трудов. К сожалению, не все труды напечатаны, они изучаются. Набравшись знаний и опыта, Марджани возвращается в Казань. Его назначают имамом-мударисом первой казанской мечети. Она до сих пор носит его имя. Шагабудин Марджани стал своего рода реформатором. Это он заговорил о необходимости изучения светских наук наряду с религией. За знаниями к нему приезжали из разных городов. В учениках он воспитывал национальное самосознание. Габдулла Тукай писал о Марджани: поборник свободомыслия, знаний и прогресса. Даже сейчас, когда мы обучаем своих детей, часто не задумываемся, что есть бедные люди, которые не могут найти денег на эти цели. А он преподавал бесплатно, специально для таких детей, и выкупил здание, и открыл там школу, чтобы у всех были равные возможности. Марджани принадлежит более 30 трудов на арабском, татарском и персидском языках. Он наизусть знал некоторые суры Корана. Самая известная научная работа – «Кладезь сведений о делах Казани и Булгара». Великий просветитель искал ответы на вопросы, которые волновало общество. Как повысить культуру и политическое сознание татарского народа? Как приобщить его к достижениям мировой культуры и науки? Мы, историки, его называем отцом нашей татарской истории, потому что это был первый человек, который вообще представил сводный на научной основе исторический труд и призвал нас любить свой этноним татары, призвал нас называть себя татарами и обосновал это исторически. Его знаменитая фраза «Кто ты, если не татарин?», она сегодня остается для нас лозунгом и нашим национальным знаменем. Он также ратовал за сохранение нашей культуры, за сохранение языка, и в то же время он призывал знать русский язык, культуру русского народа. Именем Шагабудина Марджани названы Институт истории, улицы в Казани, Елабуге и Альметьевске. На набережной озера Кабан в столице ему установлен памятник. Он похоронен на кладбище Новотатарской Слободы. В доме, где жил Марджани, работает музей. Также книги и личные вещи богослова хранятся в Национальном музее Татарстана. Алена Струминская, ТНВ.